Отремонтировать не могу, правда, я ее никак. Я почему ее вам покажу? В принципе, они все одинаковые книги, да? Но здесь есть удивительные таблицы, вот которые для расчета Пасхи. Это круг Солнца, как Солнце ходит, да? Круг Луны. Вот это так называемая рука Дамаскина, по которой вот, рассчитать по пальцам я не умею. Это очень сложно. По пальцам дату Пасхи. Вот оно обозначается. Уже в поздних, после никонианских книг, даже в наших, это уже не переиздавалось. Это только есть, вот эти таблицы только до никонианского издания. Это вот все таблицы для расчета дней Пасхи. А вот здесь вот это уже сама Пасха, вот, и она вот здесь расчет на 500 лет дней Пасхи. Вот. В 1941 году это закончилось. Ну, как бы вот этот круг. Вот когда этот эдикт заканчивается, как бы считается время такое страшное. И она в 41-м закончилась. Давно занимаюсь вот историей старообрядчества уже, да, и по возможности вот собираю. Вот одна из первых книг, вот это вот, этот псалтырь. Ну, эти-то молодые, им лет по 100, не больше. То, что нравоучительное, я спокойно беру из никонианства, вот, например, это нравственное богословие мирян. Оно издано никонянами, да? Они же правильно все, никоняне-то пишут-то. Они потому что опираются на тех же святых отцов, что мы. Они только делают сейчас по-другому. Они изменения вносят кардинальные разные. Взять с тем же крещением, взять, да? Во что они крещение превратили? Они в католическое крещение, когда ножками ставят в воду и сверху поливают. Это только католики сделали. И еще в 19 веке никонианский священник этого никогда не позволил. Ну а сейчас сплошь и рядом. Объяснение находят. Господи, Александру, Михаила, Виктора и чад его, Виктора, болящего Нину и чад их. Воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Его Матери, силою честного и животворящего Христа. В XVII веке произошло такое трагическое событие, на мой взгляд, разделение русской церкви. И это было не по вине старообрядцев, а патриарх Никон по научению новогреческих патриархов стал вводить нововведение в уклад русской церкви. Было изменено крестное знамение, было изменены книги, тексты богослужебные, символ веры. Более 120 изменений было введено. Наши предки считали для себя предательством святых своих отцов, своей церкви русской,
Вот, если идти на эти изменения, на эти новины. На это последовали различные гонения, лютые гонения. За то, что ты молился двумя перстами, тебе могли руку отрезать. За то, что ты читал старые молитвы по старым книгам, тебе могли язык отрезать. Тюрьмы, ямы. Нас просто пытаются привязать вот к каким-то обрядам, да, что, ну какая разница, вот крестились так, а креститься так. Хотя, если глубже посмотреть, разница есть. А мы считаем, что нет старой или новой веры. Есть вера истинная или не истинная. Есть правда и есть неправда. Вот. И мы не обрядоверцы, так скажем, а мы православные христиане. Это как головочка такая. Хвостик. И вот сюда глазки из изюма. Давай я положу глазки. Давайте. Только надо сначала как бы немножко проткнуть с печенкой. Получается лучше у тебя. Сколько веков это все продолжается, вера из поколения в поколение передается. Это, наверное, ну я так вот думаю про себя, это все равно в генах наших из поколения в поколение передается память вот наших предков. Но у меня отец все говорил, что его отцовский род пришел, значит, где-то от Москвы, где-то вот когда вот они сами уходили, раз они не соглашались с этими новшествами и уходили в леса. И, говорит, даже у него там небольшое, правда, поместье было. С 16 века началось вот это все. Или с 17-го ли? 1650. Вот 17-го, это ведь вот 3 века было, гонение-то. И вот уходили, и, значит, он им, который-то царь, вот я не знаю, конечно, когда они уходили, но если вот по заводу считать, то, значит, 250 лет назад. Алексей И вот он Михайлович. говорил, что они вот отцу, ну вот этому прадеду-то наделили здесь лесов. Очень много, не просто так. Нас покрестили, окрестили, а потом вот это все советское навалилось. Бабушка рассказывала, стояли у церковных ворот комсомольцы и записывали, кто идет, кто не идет, а потом на собраниях там пропесочивали и так далее. А все равно ходили украдкой. Венчались. А тут вот как-то раз родился ребенок, вообще-то бы, почему его не крестить, если хотят? Вот у меня, я говорю, туда, в той церкви окрестила. Ну вот потом-то уже как-то проще стало. Господь нам такую милость дал, что у нас церковь есть. И в любое время можно прийти в ней помолиться Богу. Не где-то, вот беспоповцы, почему они беспоповцы? Потому что вынуждены были, когда священство просто истребили, они и стали беспоповцами. Ну вот я вспоминаю, у нас беспоповщина-то была вот, рядом бабка жила, книги читала так хорошо, и они вот какие-то предсказания, это все она говорила, вот подождите, придет время, вы коров даже не увидите. Они потом постоят, поднимутся и полетят. Мы начали молиться дома
уже почти перед пенсией. А так, ну, крест мы всегда носили. Староверческий. У нас крест немножко отличается. Вот. Вот такой. А так, нательный крест. Нательный крест у нас вот, который мы носим. Вот это женский. Вот это женский крест, он более закругленный. А это вот мужской крест. Он простой. Такой вот. Такой облагороженный. Но с другой стороны обязательно есть молитва на кресте. А в церковь я стал ходить примерно, когда уже последние годы работал, по выходным. Вот. Так не было. Все молодые, нет, было не до этого. Время было такое, что ж. Но я никогда не отрицал, что вот так, что Бога нет там или еще чего-то. Нет, было, заявлял однажды. Да и сейчас думаю, вот глупый же был. Вот. Ну, грешен, что ж. Вот. Долго землю выбивали, как говорится. Построили его, освещали. Вот 19 год идет, 19 лет назад. Потом построили дома. Вот, один, второй дом. Этот дом у нас жилой. Вот этот дом жилой. Там живет сейчас 3 бабки. Вот одна из них Таисия. Вот она отдала квартиру. У нас для строительства храма. Вот. Она живет, комнатку у нее. Это же все понятно, это вся истинная правда вот здесь вот написана у нас. Про нас вся. И мы все это пережили. По словам с моей мамы, я знаю, что только я родилась 1 декабря, я родилась 1937 года, 1 декабря 1937 года. И говорит, только говорит, тебя окрестили, но это может быть недели через 2 прошло того времени. А может, ну, я думаю, так ребенка обычно крестят через 2 недели. После этого быстрого священника взяли. И его, в общем, когда куда ссылали, по дороге его спускали в прорубь. Так его замучили. Церкви все разрушили. У нас 3 церкви было в Ижевске. И одна церковь точно такая же вот была. Точно такая же одна была церковь. И этот проект взяли, и такую же церковь здесь построили. Но это было действительно чудо. Семикупольный, впервые за 100 лет построили храм. Я очень рада, что вот я чем-то тоже помогла. Мне сколько мне было жалко для Бога, потому что знаю, что я совсем в Бога не верила, поперечила маме. Значит, маме перечила грешная. А потом я сама, когда поняла, да и стала читать, думаю, же Бог-то ведь есть кто же, как же. Сколько я гневила маму, еще это засажала меня это на душу. Я искупала свои грехи. Вот так вот. Настоящий старообрядец в жизни показывается.
первую очередь жить по-христиански. Вот что это. Если я обманываю, если я не держу слова, если я такая непорядочная, что от меня староверского-то осталось? Говорили даже уже в конце 19-го, начало 20 века, что со старообрядцем можно было не подписывать договор бумаги, достаточно было его слова, потому что он слово скажет, и он это сделает. Они ведь шли на двойной налог, чтобы только записать себя старообрядцами. Это Дмитрий Сергеевич Лихачев говорит, я не знаю вообще в истории ни одного народа, который экономически готов платить за свои идеологические убеждения. Ну, чтоб только им разрешили записаться старообрядцами. Как-то, особенно вот в наше, допустим, время уж советское-то, что в старости-то все там, что попало, придумывали, да? Вот это ведь не так. Мудрости-то было тоже много. Сейчас мы потому сейчас так и живем, что мы своего исторического-то ничего не помним, по 10 раз замуж выходим, и думаем, что можно, меняя своего партнера, и изменить что-то в себе. Всегда проблемы в самом человеке, а не в том, с кем мы... Если я с одним не могу построить свои отношения, кто сказал, что я с другим могу? Мы в замуж пошли, нам мать говорит, мама, так замуж-то идете? Так легкого-то пути не ищите. Вот кто вам достался, вот с тем и живите. Вот вам мой наказ. Это потому что раз он вам достался, вот нравится уже, с ними надо жить, жизнь-то. А не то, что так, сейчас я буду с одним жить, с другим, с третьим. Это же, вот в наше время это осуждалось. Да не дай бог там я ребенка принесу в подоле от кого-то вне брака родить. Ты что? Мать бы на порог нас не пустила с ребенком. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, и благ, и человек любезный, святый на святых почивая, и Верховному Твоему апостолу Петру Цемедею. Ничто же скверно и нечисто нет, я тебе напишу, и в нас сосуд избранного апостола Павла. Слава Святому Духу, небесной войне вековни. Господи, помилуй, благослови, Христос, истинный Бог наш. Аминь. По согласию с Да. По согласию? Да. Еще
Господи, помилуй. В 18 лет молимся в храме в новом. Вот. Слава Богу, кресты, купола стоят. И с той веры приходят, походят, помолятся, посмотрят, привыкают, но потом ходят, крестятся, венчаются, детей своих приводят, тоже крестим детей, чтобы порядок уже был, чтобы одна семья была только. Старобрядцы, так старобрядцы уже. Такие толстые. Ну вот, поднялись. Так Тебе не видно будет? Или чай? Я попробую. Просто булочки. Может быть, даже не испеклись. Съедобно. Съедобно? Съедобно. Они глазки, да. Боже, милостью будем грешным. Создай меня, Господи, и помилуй меня. Без числа согрешив, Господи, помилуй, прости меня грешным. Как святой Августин сказал, еще в средние века, не помню точно, но он сказал, что если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Вот все точно сказано. Человек живет на земле, как трава растет, всяка слава человеча, яко цвет цветет. Вечеру